Такой значимый день, как 23 февраля, нельзя не отметить, особенно в такое напряженное для страны время. Ведь именно защитники Отечества в данный момент борются за нашу спокойную мирную жизнь. Любая концертная программа, приуроченная Дню защитников Отечества, предназначена воспитать патриотические чувства, уважение к старшему поколению, сумевшему выстоять и добыть великую победу. Дорогие друзья, День защитников Отечества. Этому празднику уже более 100 лет. И сегодня мы поздравляем всех, кто когда-то в бою отстаивал свободу нашей Родины, кто погибал за нее, кто сегодня охраняет наши рубежи, и тех, кому еще предстоит стать защитниками Отечества. В Большом зале детской музыкальной школы города Канаш имени Максима Дормидонтовича Михайлова состоялся праздничный концерт «Несокрушимое и легендарное», посвященный Дню защитников Отечества. Это был не просто концерт, а момент единения и сплоченности участников праздничного концерта с его зрителями. Музыка Александрова. Несокрушимая и легендарная. Жураева, ведущая праздничного концерта, напомнила зрителям об истоках возникновения этого праздника и ознакомила с древней славной историей русской армии. Русы были смелыми, бесстрашными воинами. Византийский император Маврикий, живший в VI веке, так писал о русах. Они любят свободу. Они не склонны ни к рабству, ни к повиновению. Храбры, выносливы, легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище. Юноши их искусно владеют оружием. Сей народ отважен до безумия, храбр и силен. До революции 1917 года Днем русской армии в России традиционно считался праздник 6 мая. Это был день Святого Георгия, покровителя русских воинов. Но после революции этот праздник оказался под запретом, и на смену ему в 1918 году была утверждена новая дата – 23 февраля, День Красной Армии. Позднее, после окончания Великой Отечественной войны в 1946 году, 23 февраля ежегодно отмечался как День Советской армии и военно-морского флота. После распада Советского Союза праздник переименовали в День защитников Отечества, а в
1922 году был издан указ, объявляющий 23 февраля в России нерабочим днем. В настоящее время День защитников Отечества отмечается также в Белоруссии, в Киргизии, в Таджикистане, а также в так называемых непризнанных республиках в Приднестровье, в Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республиках. Вместе с ведущей они вспомнили былинных русских богатырей, а также самых прославленных русских полководцев и военачальников. Своим ярким, душевным, искренним творчеством со зрителями поделились юные музыканты и артисты.
Афганистане, вооруженный конфликт в Республике Таджикистан, горячая точка, вспыхнувшая на карте нашей страны и ставшая для многих страшное слово «Чечня». Специальная военная операция на Украине. Памяти солдат и офицеров, с честью выполнивших свой долг перед Родиной, посвящается следующий номер.
удовольствием обратились к народному творчеству, шутливым, добрым пословицам и поговоркам о простом русском солдате, проявив блестящую смекалку и прекрасное чувство юмора. Что это за оружие? Свист, конечно. Деревенский гарнитур для 7 несовершеннолетних. Помогайте, взрослые, без вашей помощи не получится. Лавка, конечно, 7 по лавкам, есть такое выражение. А еще назовите мне, пожалуйста, тару для чудес. Чудеса у нас. Чудеса в решете. В решете. Кто в поле не воин? Один в поле не воин. Назовите мне, пожалуйста, царское головное отличие. Корона, правильно. Богатырская цифра. Что это за цифра богатырская? 3, конечно. Почему? Потому что 3 богатыря принято, да, в былинах наших русских. Ведьмолет. Что же это такое, ведьмолет? Метла или помело, да, именно на этом ведьмолете летают Баба Яга и ведьмы. Разбойничья цифра. Что это за цифра разбойничья? Нет? 40 разбойников, конечно. Змей по батюшке. Назовите отчество. Горыныч, совершенно верно. Ну и эта цифра... Отлично справились с загадками и, конечно же, почтили память погибших воинов, с честью выполнивших свой долг перед Родиной. Взрослые и дети активно принимали участие в проведении праздничного мероприятия. Вот лишь некоторые из них. Концертный хор «Солнышко», вокальный ансамбль «Арт-лицей» и ансамбль мальчиков «Мальчишеское братство», руководитель, заслуженный работник культуры Чувашской республики Лиана Андреева, ансамбль гитаристов «Классика», руководитель Гюзялия Рябчикова, младший хор «Солнышко», руководитель Лиана Андреева, концертмейстер Ольга Полторакина, ансамбль скрипачей, руководитель Ирина Козырева, концертмейстер Ирина Кириллова, инструментальное трио Сергеев Александр, Гафиатуллины Тимур и Артур, руководитель, заслуженный работник культуры Чувашской республики Владимир Кириллов. Лучше все-таки
Людмила Матвеева, Галина Семенова. Детская музыкальная школа имени народного артиста СССР Максима Дермидонтовича Михайлова. Пусть в ваших душах всегда горит огонь гордости и любви к своей отчизне. С праздником, с Днем защитников Отечества. И до новых встреч!